полным ходом разворачивается вакцинация. Так, на сегодня «Спутник МВ» в республике привились более 13 тысяч человек. Из них каждый пятый получил вторую дозу. На днях в Татарстан пришла очередная партия почти из 19 тысяч ампул. Как отмечают в Минздраве, татарстанцы активно записываются на прививки. Порой эти заявки попадают в так называемый лист ожидания. И это нормально, говорят в Минздраве. Просим не беспокоиться, если появляется такое загадочное слово, как лист ожидания. Это нормально. В этот лист ожидания, по мере того, как вакцина приходит, очень интенсивно начинает у нас, скажем так, таять на глазах. В конце этой и начале следующей недели в Татарстан должны привезти еще 15 тысяч доз «Спутника». Первую же поставку «Эпивак Корона» ожидают в марте. Наращиваются темпы выпуска «Эпивак Короны» и составляются сетевые графики по распределению данной вакцины по субъектам Российской Федерации. И пока по предварительным данным, все-таки вакцину мы ожидаем в начале марта. Соответствует ли вакцина от коронавируса стандартам халяль? Такой запрос разработчикам накануне адресовал Комитет по стандартам халяль при Думе Республики. По канонам ислама запрещены компоненты из свинины, мяса хищных животных и алкоголя. Это первый такой необычный запрос в части проверки вакцин на халяле. Ответ – это чисто компетенция того предприятия, изготовителя и той организации, которая данную вакцину разработала. Как будет опубликован официальный ответ, соответственно, мы его увидим. И как ответили в центре имени Гамалея, какие-либо компоненты человеческого происхождения в вакцине отсутствуют. Так же, как сообщили в Роспотребнадзоре, с начала учебного года в образовательных учреждениях республики выявили около 400 очагов заболеваний ковидом. Под наблюдением до 6 февраля остаются 28. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.